Иван Иванович не пропускал ни одной литургии, соблюдал все посты с самого раннего детства. Так много гостей в этом доме на улице Тихомирного впервые. Экскурсию приурочили к фестивалю «Духа в день». Здание самое древнее из деревянных строений в Суконной Слободе. В этой комнате в 20-е годы прошлого века жил святитель Иосаф. В годы гонений на церковь он уберег несколько святынь и, рискуя жизнью, проводил литургии. Наш святой Иосаф был духовным чадом отца Гавриила Седмиозерского. Это наш святой, которого мы почитаем в земле Казанской просиявшей. И, то есть, наставники у него были святые люди. Святитель Иосаф Чистопольский пережил несколько ссылок, но был расстрелян. К лику святых его причислили в 2008 году. В здании, где он жил, сейчас занимается фольклорный ансамбль «Духа в день». С любовью к русским традициям здесь обжили каждый уголок, и теперь это новая точка на карте туристических маршрутов. Просто слов нет. Я, конечно, очень довольна. Это прям частица прошлого, которую сохранили, возродили. Сегодня в «Духа в день» в историческом доме провели и мастер-классы по традиционному русскому костюму и ткачеству. Так наши прабабушки коротали долгие зимние вечера. Это релакс. Это просто отдыхаешь, потому что если у тебя мысли где-то там, ты ничего не сделаешь. Вот невозможно. Это нужно сюда полностью погрузиться. Немало интересного в рамках фестиваля «Духа в день» сегодня было и здесь, на площади перед театром кукол. Десятки мастер-классов, ярмарка народных умельцев, активности для детей. Все это организовал Духосошественский храм, его прихожане и Казанская мэрия. С каждым годом всяких активностей и локаций становится больше. Привлекаем всех горожан, проводим различные мероприятия на любой вкус и цвет, знакомим горожан с традиционной русской культурой. Фудкорт на фестивале «Духа в день» тоже традиционно в народном стиле. Мы изготавливаем традиционную выпечку по старинным рецептам, пирожки на ржаном тесте. А в это место мы всегда с удовольствием приезжаем, потому что здесь любят нас, а мы любим всех здесь. Для меня это фестиваль какого-то такого праведного образа жизни. У нас блины на домашнем молоке, которое еще парное, это яйца. И когда аромат блинов распространяется здесь, то люди не проходят мимо. Они говорят, можно нам еще ваших никольских блинцов. Вот, а вообще фестиваль «Духа в день», он такой объединяющий людей, семьи. Завершится фестиваль «Духа в день» ближе к полуночи. На сцене под открытым небом выступят казанские музыканты, проект «Живаго», арт-группа «Ларго», коллектив «Бубамара Брас Бенд». Хедлайнер в этом году Александр Иванов и группа «Ронда». Юлия Гоголева, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.